Всем привет! В общем, я осталась одна, и сейчас я поделюсь своими новостями на этот момент. Я снова замечаю за собой некую апатию. Случилось несколько негативных событий. Умерла моя последняя бабушка, за которой я до последнего ухаживала. В последний раз я видела ее в реанимации, и, получается, я последний человек, которого она видела. Умерла она снова от онкологии, и в июле, получается, в день рождения моей матери, ее похоронили. Я много плакала, очень много переживала, о многом думала снова. Я не могла никуда выйти, у нас сейчас происходит стройка дома. Эти радостные события мне пришлось разделить со своей печалью, трауром, утратой. И спустя 3 недели умер наш кот. Это, в конце концов, окончательно меня добило. Я беспрерывно плакала во время работы, по ночам плохо сплю. И до сих пор, когда я остаюсь одна, я ничего не делаю, просто лежу. Снова дни прилетают очень быстро, и поэтому я все время пытаюсь себя чем-то занять. Я пытаюсь всегда быть на стройке, что-то делать, стараюсь не лежать без дела, потому что меня просто накрывает грустью. Нашему коту Эрнесту было всего лишь 9 лет. Ему еще дожить хотя бы еще 5-6 лет по стандарту. Мы подозреваем, что он что-то съел, и он просто траванулся. Я не знала, что делать. Это мой первый питомец, которого я нашла мертвым. Я сразу же позвонила в клинику, спросила, что нужно сделать. Куда деть, куда копать, можно ли сжечь или охранить его на своей территории тоже нельзя, потому что он вырабатывает какие-то такие вещества, что могут умереть растения. У нас лесистая местность, и мы бы не хотели видеть мертвые деревья на участке. И когда я позвонила в ветеринарию, мне сказали, что есть утилизационный центр, куда обычно отвозят своих питомцев. Дали номер предприятия «Экопартнер». Позвонила туда, сказали, что да, они утилизируют питомцев, килограмм 300 рублей. Ну, в общем, со мной что-то опять не то. Таким образом, мы с мужем повезли нашего кота на кремацию. Нас принял добродушный человек, взял нашего кота. Мы спросили, можем ли мы взять прах нашего кота. Он, конечно, согласился. Я всю ночь снова не спала и начала читать всякие интернет-форумы, где владельцы своих животных кремировали. И там были страшные случаи, когда вместо праха животного им давали уже переработанный какой-то мусор. На следующее утро нам позвонил тот работник и сказал, что все готово, забирайте пакетик с прахом. Слава Богу, мой страх не сбылся, потому что в пакетике были некоторые кости, которые не могли сжечься при утилизации. Такое бывает. Наверное, вы видели в документалках про Индию, где сжигают трупы, и там какие-то большие кости не могут просто сгореть и превратиться в пепел. Прах, пепел нашего кота мы закопали в лесном массиве. Это не влияет негативно на экологию, а наоборот может способствовать удобрению лесного массива. Ну, подведем итоги. У нас продолжается все еще стройка. О стройке я как-нибудь расскажу позднее. У меня сейчас какое-то непонятное состояние, потому что июль был, как вы уже знаете, очень печальный. С другой стороны, мы строим дом, о котором я очень долго мечтала, прям почти что с самого детства. Мои чувства, мои мысли просто не перестают что-либо делать, все перескакивает с одной темы на другое, и мне кажется, что я просто скоро сойду с ума. Ну вот, на этом все. Всем спасибо, кто смотрел мой видеобложик. Я надеюсь, что с вами все в порядке. И надеюсь, в моей жизни наконец-то начнется белая полоса. И ну что ж, всем пока.